Шура, а ты знаешь, кто сегодня к нам придет? Конечно знаю, только я не знаю, а ты знаешь. Давай еще раз. Всем привет! Сегодня к нам приходит Рена РНТ. Певец, музыкант, в общем, самый известный его трек – это «Корот». Вы, наверное, его все слышали. Это же Корот. Здравствуйте. Идемте заходить. Шура, а ты знаешь, кто сегодня к нам придет? Конечно знаю, только я не знаю, что от него ожидать. Ну да, непредсказуемые гости у нас тут очень редко бывают. Как вы себя чувствуете перед съемкой? Хорошо. Ваш портрет когда-нибудь писали? Да, Какого вопроса вы боитесь? не боюсь. Вопрос. Здравствуйте, Ренат. Меня зовут Виолетта. Привет. Я хочу сразу же ознакомить вас с правилами нашей программы. Все очень просто. Мы задаем вам вопросы, вы на них отвечаете. В конце вас ждет сюрприз. Вы сможете выбрать один из понравившихся портретов вам в подарок. Как ваше настроение? Хорошо. А если бы вы могли вернуться к самому себе, но несколько лет раньше, и дать какой-нибудь совет, что бы вы сказали? Ничего бы не сказал. То есть вы абсолютно рады тому, что какие выборы вы делали и к чему вы пришли? Дело, мне кажется, не в этом. Просто жизнь идет своим чередом, и каждое какое-то событие – это определенный опыт. Если бы я вернулся и что-то сказал бы себе, то я, наверное, что-то испортил бы. Медленно, медленно, медленно жизнь идет. Медленно, 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 медленно жизнь идет. А благодаря какой песне вы стали знаменитым? Я не считаю себя знаменитым. Чего вы должны добиться, чтобы начать чувствовать себя знаменитым? Наверное, покорить Марс. Хорошо. Как вообще рождается ваша музыка? Откуда вы берете идеи для текстов своих песен? Ну, просто, например, едешь за рулем. Короче, возникают идеи, я не знаю, как это получается, они сами вылетают. В виде 2 строк появляются, а остальное уже надо додумывать, дописывать. Вот обычно так, да. А как вам обращаться на «ты»? Можно ли на Можно на «ты». Хорошо. Вот ты в последнее время выпускаешь новые песни, клипы. К чему ты стремишься? К чему я стремлюсь? К саморазвитию. Я все еще в поисках той самой песни. Вы Да. всегда мечтали быть рэпером или это было спонтанное решение как-то? Ну, прям мечтал, не сказать, что мечтал. Это был выход из той жизни, в которой я был. Вас что-то не устраивало в прошлой жизни? В прошлой жизни. Можно сказать и так. А можно конкретней? Ну, я учился на юриста, и когда я проходил практику в тех местах, где люди с 9 до 6 утра сидят в офисе целый день. Вот. И мне это очень не нравилось. Вы считаете, ваше образование дало вам что-то? Мне кажется, университет дает не знания, а именно умение вертеться, крутиться, сдавать все вовремя, не опаздывать на пары, быть коммуникабельным. Да. А вам нравится тот человек, которым вы стали сейчас? Почти да. Что не устраивает вас в себе? Ну, еще есть кое-какие недочеты. Я над ними работаю. Вам часто нужны теплые слова? Нет. Ну, смотря когда. Когда вы пишете песни или они выпускаются? Нет, когда бывает депрессия, тогда да, а так нет. Какую музыку предпочитаешь? Разную. В последнее время слушаю попсу. Башкирскую? Нет. А кого-нибудь слушаешь из башкирских музыкантов? Нет. Давно никого не слушал. Зигодинский. Недавно слушал. Вот. А почему вы переехали в Татарстан? Потому что там больше людей, которые занимаются музыкой, у которых можно учиться. В Уфе таких мало. Вы хотели бы переехать в Москву или даже, например, в другую страну?
В другую страну, да, в Москву вряд ли. Ну, раньше были идеи, но сейчас не особо интересно. А почему в Москву не хотите переехать? Мне кажется, это очень скучный город. Когда ты живешь в провинции, особенно в чужом городе, например, я сейчас в Казани живу, у меня там друзей нету, мне никто не мешает. А если бы я жил в Москве, например, мне кажется, у меня было бы там много соратников, много знакомых, с которыми мы часто гуляли. И, наверное, на работу оставалось бы мало времени. Ну, мне так кажется. Какие темы избегаешь в своих песнях? Наркотики, алкоголь. Ну, с матом пока проблема. Вот. Но наркотики я чаще всего избегаю. Я считаю, это неправильно. А у вас есть какое-то музыкальное образование, может быть, музыкальная школа? С 1 по 3 класс ходил на баян. Вот, потом я оттуда убежал. И все, в принципе, я больше музыкой не занимался. А почему убежали? Это по БСТ покажет, да? Короче, мне не нравились занятия. Вот. Я начал их пропускать. Месяц где-то я делал вид, что хожу туда, пока родители не узнали, что я не посещал уроки. Потом позвонили домой и про все узнали. Вот. А кого вы сейчас слушаете из русских исполнителей? Из русских, как ни странно, это Элман. По-моему, Джонни там еще есть. Еще какой-то есть, я не помню. Я подряд все слушаю, но бывает такое, что вот одна песня понравится, и ты эту песню каждый день слушаешь. А какая у вас сейчас песня? Ой, я не помню, там такая песня «Ты моя, та-ра-та, та-та-та-ра». Что-то такое, короче, я не помню. Я даже не знаю, кто это поет. Просто она у меня в плеере есть, я ее каждый день слушаю. Там мелодия такая индийская. Но он ее украл, конечно, но все равно интересно. У кого украл? А есть индийский исполнитель один. Я тоже исполнителя не помню, но все оттуда взято, короче. Ну, прикольно слушать оригинал и потом русскую адаптацию. Как отличить плагиат от заимствования? Никак. Это надо просто иметь большой багаж прослушанных песен, наверное. Но у нас очень классно делают так, что ты никогда не догадаешься. А вы кем-нибудь вдохновлялись? Кого-нибудь брали какие-то мотивы? Сначала меня Авичи вдохновлял, Джеймс Блант, потом Битлз какое-то время я прям тащился по ним. Сейчас больше книжки вдохновляют. А почему песня именно про курорт, а не про какой-нибудь, например, кумыс там или что-нибудь такое? Короче, мы с другом ехали в машине, мы развозили афиши по городу, вот. И у меня друг, короче, генератор песен, он постоянно что-то напевает. И в один день он напевал «Курорт». И я сказал, вот это классно, давай запишем. И все. Ну, я его не спрашивал, надо у него спросить, почему «Курорт». А какую последнюю книгу вы прочитали? Я не помню название, честно говоря. Сейчас я читаю «Краткую историю всего». Автора тоже не помню. А как вы учились в школе? До 5 класса я был почти отличник. У меня было, по-моему, 1/4 по биологии. А после 5 класса у нас поменялись кое-какие преподаватели в школе. И я начал забивать на учебу. Ну, 3 не было, на 4 учился, короче. А зачем вы пошли в юридический? На тот момент это был единственный вариант, который меня устраивал. А если бы сейчас была возможность изменить свое обучение, куда бы вы пошли сейчас учиться? Я бы ничего не менял. Туда же и пошел бы. Ну, изначально хотел на режиссуру, но не получилось. А сейчас не хотели бы поучиться? Нет. Я даже рад, что не пошел туда. Почему? Ну, все сложилось так, как сложилось, и мне все нравится. Что делает песню хитом? В каждой песне есть запоминающаяся фраза. Вот эта фраза делает ее хитом. Какие-то 2-3 секунды, которые заедают в голове, и потом уже человека не остановить. Но опять-таки, как она подается. Есть хиты, которые с первого раза человеку нравятся, а бывают хиты, которые надо человеку раза 3 дать послушать, и на 3-й раз он скажет: неплохо.
А как вы думаете, песня «Курорт» стала популярной из-за такого случая? Нет, она стала как раз-таки из-за первого случая, когда после первого прослушивания человеку она просто нравится. Я понимал, что это, хитовая вещь. Мы сидели у меня дома, ко мне пришли гости, которые вообще были далеки от моего творчества. Мы им поставили «Курорт», и в момент припева у них на лице был восторг, они даже его не сдержали, они прям вот так вот, такая реакция была. Это первая реакция была у людей, и я тогда подумал, что, возможно, это все-таки будет хитом. Ты сказал, что ты максимально избегаешь наркотиков в своих треках, но все-таки в клипе есть отсылка к наркотикам. Да, я с тобой согласен, но это есть, негативные отсылки к наркотикам, а есть позитивные. То есть, как есть клише такое, которое оно уже как зашло в обиход, получается. То есть, все там прикалываются, кокаин, не кокаин. Все боевики, блокбастеры начинаются с того, что съезжаются две группировки и продают товар. Вот. В нашем случае товар был «Курорт». Просто есть пропаганда, а есть юмор. И у вас Да, это... есть юмор, есть пропаганда. У нас юмор. Спасибо. Ваши родители поддерживают ваше увлечение музыкой? А в данный момент, да, но первое время не поддерживали. Песня «Курорт» сейчас очень веселая, позитивная, но ваш последний трек «Жизнь идет» довольно-таки грустная и серьезная. С чем связан такой резкий переход? До этого я выпускал альбом, не буду говорить название. Вот. Мы там преследовали цели, потребности современного рынка, и это ни к чему не привело. А «Жизнь идет» — это песня, которую просто сел и написал за раз. Пришли в голову две строчки, я сел и написал целую песню. Как папа отреагировал на трек «Папа, я живой»? Никак. Я даже сомневаюсь, что он ее слушал. Я не знаю. По-моему, он ее не слушал. Не знаю. А как вообще отец отреагировал, когда ты решил пойти в музыку? Как он воспринял это? Первое время было очень плохо. Потом вышел клип «Хованам». И единственный вопрос, который он задал, он спросил, чья идея клипа. Я сказал, моя. Он сказал, ладно, занимайся. То есть песня и клип «Хованам» были той отправной точкой, в которой папа все одобрил и сказал, ты можешь, Поверил, что есть будущее. Наверное, да. Мы на эту тему с ним ни разу не разговаривали. Но это все со слов мамы. Поэтому я не знаю, точно ли так все было. У вас доверительные с родителями отношения? Это как? Это значит, когда вы делитесь секретами, рассказываете о своих эмоциях, чувствах? С мамой, да. Зачастую. Я могу чем-то поделиться. Но с папой не особо. Вы ссорились С кем? с папой много? С папой. Такие легкие были ссоры. Может, в подростковом возрасте, а так нет. Вы хотели бы переехать в Москву или даже, например, в другую страну? В другую страну, да, в Москву вряд ли. Раньше были идеи, но сейчас не особо интересно. Мне кажется, это очень скучный город. Когда ты живешь в провинции, особенно в чужом городе, например, я сейчас в Казани живу, у меня там друзей нету, мне никто не мешает. А если бы я жил в Москве, например, мне кажется, у меня было бы там много соратников, много знакомых, с которыми мы часто гуляли. И, наверное, на работу оставалось бы мало времени. Мне так кажется. А что важнее, работа или семья? Мне кажется, работа. Но, наверное, с возрастом я приду к тому, что важнее будет семья. Но в данный момент пока работа. Какое ваше любимое блюдо? Макароны с сосисками. А жены? Я не знаю даже. Она все ест. Самый важный человек в вашей жизни? Сын. А кого вы больше всего боитесь потерять? Сына. Хотели бы, чтобы ваш сын занимался музыкой? Хотел бы, но мне кажется, он это сам будет решать, когда вырастет. А кем вы видите примерно своего сына в будущем? Не знаю, но главное, чтобы он был уверен в себе.
А вас не ругают за то, что вы издеваетесь над Тамерланом, снимаете его в клипах? Выступаете вы с ним вместе, надеваете такие большие наушники, чтобы он не слышал визги других людей? В комментариях ни разу не ругали, в личку ни разу не ругали, но мысленно, морально я себя за это ругаю. Мне кажется, это неправильно, что в таком возрасте он уже бывал на таких сценах. Не знаю, это, короче, все спонтанно было, все первый раз, и ты не знаешь, как правильно поступить. Я действовал, исходя из того, как чувствую. То есть, опять-таки, выпуская на сцену, мы одевали наушники, чтобы он не оглох там от звука, который есть на сцене. Ну, то есть мы как-то его предохраняем в этом плане. А так я себя периодически ругаю за то, что мы ему устроили такое детство в 3 года. А как появилась песня «Мама»? Это было случайно. Мама была на работе. Мы с Тамерланом сидели дома. Я готовился к сольному концерту. Мы записывали видео для мамы. Я ему дал микрофон, и на этом микрофоне был включен автотюн в тональности, по-моему, си бемоль. Вот. Я говорю, «Асей», ну, кричи «Асей». Он «Асей», «Асей», там, он раза 4 крикнул. Я это выложил в Инстаграм. И потом, когда пересматривал 3-й, 4-й раз, я заметил, что в 2 фразах есть оборот, ну, типа мелизма, что ли, не знаю, как это называется. 2 оборота есть красивых. Потом прошла неделя, я был в гостях у Радика, ну, Элвин Грей, и мы вспомнили про эту песню, ну, точнее, он вспомнил и сказал, что во 2-й фразе есть оборот, типа, сделай песню. Я такой, блин, аккорды же надо подобрать. Он говорит, пошли, ну, мы поднялись к нему на студию, он подобрал аккорды, я это все записал, в тот же день пришел домой, вбил аккорды в программу, срезал, получается, с того видео вокал, наложил на аккорды, послушал. Таган. Таган. Ну, уже понятно было, про что нужен был текст, вот. И все-таки появилась эта песня, такая история. У вас есть свой любимый плейлист? У меня есть плейлист, называется «В тачку». Там есть, да. Но я его забросил. Потому что постоянно слушаю то в Apple Music, то в ВК, то... Короче, программа меняется, и тяжело там и тут сохранить плейлист. А вы сами часто свои песни слушаете? Никогда. Ну, до момента релиза постоянно, потому что тебе надо следить за качеством, за произношением, за как все звучит. После того, как песня выходит, я ее никогда не слушаю. Почему? Как объяснить-то? Это вот бывает, ты смотришь свои фотографии, там, 10-летней давности, думаешь, блин, такой стрёмный был. С песнями также. Песню выпускаешь, проходит неделя, ты слушаешь, такой, блин, что-то не то все равно. Просто ты понимаешь, что это не идеал, и, короче, так вот. Ты можешь перечислить свои достижения? Есть одно хорошее достижение. В августе этого года с нами связался такой исполнитель, как Витас. Мы с ним готовим песню на английском языке. Я считаю, вот это главное достижение. Вторым клип «Хород». Были планы выйти на федеральный уровень, и вот этот клип, он вот чуть-чуть не дошел до федералки. Чуть-чуть буквально. Из-за своей колоритности, из-за своей узкой темы, то, что хород — это национальная все-таки тема, тюркоязычная, она не до конца зашла. Ее можно было довести до федералки. Поэтому ты перестала писать песни на башкирском и сейчас больше на русском поешь? Да, я изначально планировал на русском писать. То, что я начал писать на башкирском, это большая случайность была. А делали ли вы недавно что-то доброе, какие-то добрые поступки? Я постоянно их делаю. Какой был последний? Я стараюсь в последнее время говорить приятные слова людям, близким, окружающим. Напоминать людям, что я их люблю, что я их ценю, уважаю. А вы были когда-нибудь на грани жизни и смерти? Ну, да, в 6 лет. Как это было? Я был дома, я был один, я много кувыркался, и у меня был заворот кишок, короче. Я был при смерти, не в коме, а, короче, без сознания. Вот, врачи не знали, что со мной случилось. У меня надулся живот до максимальных пределов, потому что пошло омертвление
кишков, получается, желудка там, ну, короче, страшная история. Вот. Потом меня оперировали вслепую, потому что не знали диагноза. Ну и все. Ну, врачи говорили, типа, 50/50. Вот, А сейчас есть какие-нибудь последствия? да. У вас какая-то определенная диета или как вы избегаете их? Диета вообще должна быть, но из-за образа жизни я не могу ее соблюдать. У тебя есть какие-то вредные привычки? Сейчас нет. А какие были? Курил, Что заставило тебя бросить? вокал. На сцене, ладно, тяжело было именно на студии. Когда тебе надо прописать лучшую версию своего вокала, ты не можешь, потому что у тебя начинает через полчаса горло першить, болеть и прочее. Чем для вас пахнет детство? Детство летом. Жара, мороженое, Простите, лимонад. Ну, как-то так, короче. Ну, вот этот, я не знаю, запах лета, не который сейчас, ну, сейчас, наверное, так же пахнет, но я просто вырос в частном секторе, и там какой-то свой запах был. Расскажи о своих друзьях. Это вообще кто? Вот братишки, ты их называешь братишками. Кто это? Это банда, группа? Может, не знаю. Банда, группа. Я не знаю, как так все сложилось, что 10 абсолютно разных людей, разных в том плане, каждый занимается чем-то своим. Это те люди, которые, не знаю, за сутки тебя обработают так, что ты захочешь жить и делать что-то действительно полезное и хорошее. Ну, это единомышленники, я бы сказал, у которых одна цель делать мир добрее. Расскажи, пожалуйста, каким было твое детство и с какого возраста ты себя помнишь? Первое воспоминание было, когда купили телевизор. Ну, это примерно года 4, наверное, или 3. Но с 5 лет я себя точно помню. Я играл в лужах. Вот. А каким было детство? Не знаю, обычным, веселым, опасным. Ты жил в Черниковке, да, насколько я знаю? Нет, я родился в Черниковке, но жил в не менее опасном районе. Это повлияло на твою карьеру как-то, на твои песни? Да, мое детство очень на меня повлияло. Поэтому ты такой суровый. Да я не суровый. Нет, то, что я суровый, наверное, это от бабушки. Бабушка была очень суровой. Она могла тебе такое сказать, тебе было бы очень обидно. А в каком районе после Черниковки ты жил? Мингажево. Так это же не опасный район. Ну, сейчас нет. А раньше да. А что там за опасные ситуации происходили? Ну, блин, у нас на улице жили там бывшие зэки, там заключенные, наркоманы. Ты жил непосредственно там в 100 метрах от притона, где ночуют бомжи. Ты оставляешь велосипед возле дома, через 5 минут его нет там. Ты мог, бегая по заброшке, упасть, разбить голову, и тебя бы нашли бы, наверное, к вечеру, если не на следующий день. Поэтому это было такое. Сейчас, наверное, такого нету, не знаю. Готовы ли вы отдать свою жизнь за жизнь другого человека? Это сложный вопрос. Конечно, я скажу да. Но когда вот тебя поставят перед фактом, типа вот сейчас ты умрешь ради того человека, мне кажется, сложно будет ответить да. Ну, смотря ради кого, опять-таки. У тебя есть татуировка? Нет. Но я очень хочу. Почему ты до сих пор не сделал это мечту? Ты не можешь определиться? Сложный процесс, долгий процесс. У меня нет на это времени. А так я бы, ну, охота, короче, забить. Обе Что ты руки. хочешь набить себя в первую очередь? Ну, я хочу прям рукава сделать. Рукава. Но просто тут такой момент, возможно, я об этом потом буду жалеть. Поэтому надо повзрослеть, чтобы это сделать. Тогда решу. Мама была на работе, мы с Тамерланом сидели дома, записывали видео для мамы. Я ему дал микрофон, и на этом микрофоне был включен автотюн. Он «Асяй, Асяй», там он раза 4 крикнул. Я это выложил в Инстаграм. И потом, когда пересматривал 3-4 раз, я заметил, что
в двух фразах есть оборот, ну, типа мелизма, что ли, не знаю, как это называется. Два оборота есть красивых. Ну, уже понятно было, про что нужен был текст, вот. И все, таки появилась эта песня. Такая история. А как произошло ваше первое знакомство с женой? Она училась в параллельном классе. Мы знакомы с 4 класса, получается. Вот, в школе и познакомились. А какие у вас тогда были отношения? Ну, это те отношения, когда, я не знаю, сейчас такое есть, нет, мы писали записки, там, ты мне нравишься, можно я тебя провожу до дома, можно я тебя провожу до остановки, там. Ну, короче, такие примитивные записки передавались через лучших друзей, через лучших подруг. Вот. Сколько, получается, лет вы уже знакомы? 7, 8, 9, ну, где-то с 11 лет, наверное, с 12. 16 лет, короче, где-то. Ну, больше 15. Она была вашей первой любовью? Нет, Она об этом знает? да. Но у нас были такие отношения, что ну, мы в 4 классе познакомились, дружили, там общались. Потом где-то год мы не общались, потом опять общались, потом опять не общались. Ну, у нас постоянно такие эти были. Ссоры, разногласия там. А сейчас часто говорите ей, что вы ее любите? Да. Ну, приходится напоминать. Вы когда-нибудь дрались из-за девочки? 2 раза. 1 раз в школе. Ну, в 6 класс, по-моему, или 5. А может, и 4. 2 раз, ну, я уже был студентом. Да, дрался. Из-за жены? Да. Сейчас у вас бывает такое, что вы боитесь ее потерять, когда совершаете какие-то проступки или что-то еще? Потерять именно в плане отношений? Да. В плане отношений, мне кажется, я все-таки не боюсь потерять. Просто потому что- контакт какой-то боитесь оборвать? Какое-то понимание между вами? Не знаю, ну просто сейчас такой период, когда ты понимаешь, что она взрослая, ты взрослый, вот эти, как сказать, амбиции уходят в плане отношений, и уходит ревность, уходит подозрение, там вот это все, оно все пропало, и у нас просто как бы уважительные такие отношения, как бы нам хорошо, нам комфортно, у нас есть много общих тем, там, ну мне с ней хорошо. Мне нравится, как она улыбается, разговаривает, как она хохочет. Мне нравится, как она общается с сыном. Мне нравится, как она готовит. Вот. Ну, ее потерять боюсь, а отношений потерять нет. Потому что у нас такие отношения, которые, ну, не знаю, что такое должно произойти, чтобы это все потерять. Как ты сделал ей предложение? Потому что я знаю, что там история такая прям... Ну, на тот Лирично. момент я считал это классным. Сейчас нет, но это было на воздушном шаре. Ну, я ее забрал, завязал глаза, отвез за город. Начало как ужастика. Посадил на воздушный шар, подарил кольцо, сделал предложение, все. На тот момент казалось это мега оригинальным, но сейчас я понимаю, что это очень банально. Какова была ее реакция? Визги? Крики? Ну, Страх? непонятна была реакция вообще. Вроде плакала, вроде нет. Ну, не визжала точно. Ну, просто была рада. После выхода песни «Курорт» вас стали больше узнавать на улице? Наверное. Вас это не раздражает? Ну, больше раздражает, чем нет. То есть вы не любите внимание к себе? Я не знаю, как себя вести, и меня это... Не сказать прям раздражает, но просто... Ну, представь, ты выходишь с утра, там, да, не выспавшийся, уставший, не бритый, там, такой, как проснулся, тебе надо в магазин, там, ну, в торговый центр купить что-то. И тебя там узнают раз 5-6, еще сфоткаются с тобой, а ты, ну, такой вот, и не прикольно, короче. Сложно, да. В нечистую силу веришь? Нет, но когда ты лежишь один дома, и что-то там шумит или шуршит, ты начинаешь об этом думать. В дальнейшем, через 20-30 лет, кем себя видишь? Таким же артистом или, может быть, продюсером? Наверное, все-таки продюсером. В последнее время замечаю, что у меня больше
таланта именно в упаковке, нежели в исполнении. Вот. В чем или в ком проблема в башкирской эстраде? Первое время я думал, что проблема в исполнителях. Потом я думал, что проблема в зрителях. Сейчас я думаю, что это общая проблема и в зрителях, и в исполнителях, и в том числе и... Тут, короче, совокупность проблем. Тут виноваты, там виноваты. И это все вот здесь вот все перемешивается, и получается то, что сейчас мы имеем. У нас на передаче есть типа тренд такой новый. Мы фотографируемся с гостями. Хочешь поучаствовать? Ну, давай. Давайте сделаем селфи вместе. Давай. Спасибо. Спасибо. Ты умеешь просить прощения? Да, я очень часто это делаю. Тебе не нравится то, что ты это делаешь часто? Мне не нравится совершать ошибки, а просить прощения, ну, мне кажется, хороший поступок. У тебя бывает такое чувство, что весь мир настроен против тебя? Да. Когда это последний раз было и почему? Ну, всегда это постоянно. Я часто сталкиваюсь с проблемами, часто сталкиваюсь с мнением людей. Вот. И в такие моменты кажется, что весь мир настроен против тебя. А как вы реагируете на хейтеров? Вы отвечаете или игнорируете, или как? Ну, иногда задевает, но чаще я игнорирую. Короче, бывают люди, ну, такие люди, которые пишут, ну, вот, прям, ну, в точку, короче, задевают. И я иду к жене, я говорю, прочитай этот комментарий и скажи, что ты думаешь по этому поводу. Она читает, и если автор этого комментария в какой-то степени прав, она мне говорит, он прав. Тут я начинаю думать, надо работать над собой. На какой город ты похож? Мне кажется, пока Уфа. А какой у вас любимый город? Уфа. Класс. Почему ты переехал? Переехал из-за работы. На данный момент мой музыкальный продюсер, он живет в Казани. Вот, и поэтому я вынужден там жить. Но душа у тебя расположена все равно к Уфе больше. Да, я люблю сюда приезжать. А вот у вас с сестренкой большая разница в возрасте. Вы друг друга понимаете вообще? Как вы общаетесь? Хорошие ли у вас взаимоотношения? Мне кажется, мы друг друга понимаем, и мне кажется, у нас хорошие отношения. Но ей 13 лет, или 12, не помню. И я чувствую, что она входит в тот возраст, когда человек становится неуправляемым. Да, дисбаланс. как Дисбаланс раз в таки в голове. организме. И человек может просто вести себя нормально, там, привет, там, ну, а в голове там, что происходит. Вот, и, ну, мне кажется, нормально все у нас. Ну, Но мы ты редко готов ее общаемся. поддержать в этот момент? Готов, но готова ли она? Кто ваш герой? Не знаю, в голову никто не приходит. Ну, кто является твоим примером для подражания? Может, кто-то из близких или какая-то популярная личность? В плане трудоспособности, мне кажется, Баста. В плане музыки Скриптонит мне нравится, Макс Корж нравится. В последнее время Фейс нравится, то, что он делает. Как вы считаете, как изменился бы мир, если бы вы не родились? Мне кажется, он бы никак не изменился. Ну, это как из сена, стога сена вытащить соломинку, и ничего не поменяется. То же самое было бы. Она училась в параллельном классе. Мы знакомы с 4 класса, получается. Я не знаю, сейчас такое есть, нет. Мы писали записки. Там, ты мне нравишься, можно я тебя провожу до дома, можно я тебя провожу до остановки, там. Ссоры, разногласия там. Какого цвета для тебя счастье? Такого нежно-голубого цвета, наверное. Не знаю, у меня самые счастливые дни были солнечная, ясная погода. Небо, легкость. Спасибо большое, а теперь ты можешь пройти и посмотреть наши портреты. Хорошо. Просто смотреть? Ну, посмотреть и выбрать лучший.
Мне очень понравилась эта встреча. Рен Ренти как человек был очень классный, с ним было приятно общаться. Короче, Да. ты у нас такая личность необычная, и у тебя все как бы перевернуто в жизни. Ты делаешь не то, как обычно люди делают, а со своей изюминкой, и твоя аббревиатура тут тоже перевернута. Да, я видел. Рена Арентин. Это моя любовь, это мой самый любимый музыкант. Вот серьезно, я его знаю, наверное, с класса 5-го. Это мой первый учитель в юморе, потому что он готовил нашу команду на КВН. У него совершенно свое мировоззрение. Кто-то подумает, что он не такой, как все, но так и есть. Это творческая личность. Когда я узнала о том, что смогу пообщаться вживую с Ренатом, я очень обрадовалась, потому что мне интересно его творчество. В частности, я узнала его после выхода песни «Курот». В клипах он довольно-таки общительный, веселый, оптимистичный. Но поначалу он действительно был закрыт. Но я рада, что в конце он все-таки начал с нами беседовать и открыл свою душу. Мне бы хотелось посетить его концерт. Я, кажется, раскрыл его. Я добился того, чего хотел добиться от него. Мне кажется, что я смог выполнить свою работу как интервьюер. Ну а как художник, просто забудьте об этом. Я нарисовала его и, конечно же, написала хэштег «Курот», потому что «Курот» — это мой любимый клип Рены. Ну и, наверное, все-таки вот это. Спасибо. Если честно, я не ожидала то, что Рена выберет мой портрет, потому что я рисовала, и у меня будто бы ничего не выходило. Я посмотрела на портреты других, и мне показалось, что они намного лучше. Это что, айран? Нет, это не айран. Нет, это что, кумыс? Нет, это не кумыс. Нет, может, молоко? Нет, нет, не молоко. Нет, ну а тогда что? Это же курот. Очень такие приятные дети. В клипах он прям такой позитивный. Но в начале интервью я немножечко разочаровалась, потому что мне показалось, что он будет с нами закрытый, не будет так подробно отвечать на наши вопросы. Под конец интервью он начал улыбаться, и очень классно пошла беседа. Я никого ни в чем не обманывал, и сам никого не обманываю там, то есть и себя не обманываю, поэтому таких каких-то тем нет у меня. Вопросы были такие, что я там прогулялся по определенным событиям в своей жизни, и было приятно.